Инициативы, озвученные жителями Прилузья по совершенствованию работы в лесной отрасли, будут проработаны Минприроды и Минпромэнерго. Такое поручение ведомствам в рамках визита в муниципалитет дал Сергей Гапликов. Губернатора проинформировали, что сегодняшние лесные аукционы не учитывают сезонности работ в лесу. Проводятся весной и осенью, хотя нормальный доступ в условиях нашей республики есть лишь зимой. В результате январь, февраль и март по заготовке леса полностью проседают. Это означает, что продукция в этот период не выпускается, и это отрицательно сказывается на доходах бюджета. В результате освоение арендной базы не превышает 30%. Кроме того, по некоторым данным, почти половина лесного фонда работает на экономику соседних регионов, в частности, на Кировскую область. На аренду ввести такое положение, что первоначальный взнос был не меньше годовой арендной платы. Это отсекет... Что всякие живопырки не лезут? Не живопырки, а на самом деле аферисты, которые... Живопырка и аферисты примерно одно и то же. К слову, про живопырки, о которых говорит губернатор. В случае побед на аукционах любых представителей других регионов Коми лишает себя уплаты НДФЛ в местной копилке. А значит, теряются и механизмы влияния на решение социальных вопросов. Позитивный пример из цикла импортозамещения. Компания «Лузалес». Почти 1000 занятых на производстве местных жителей. Средняя заработная плата – 32 тысячи рублей. А еще там постоянное наращивание производственных мощностей. На данной площадке на данный момент находится около чуть больше 100 тысяч кубов пиловочника. Это нам как бы на межсезонку мы заготавливаем. Вот. С этой стороны у нас не сортированный лес. С этой стороны лес сортированный по диаметру. Впрочем, здесь Сергей Гапликов призвал лесозаготовителей к патриотизму. Работать не только за валюту, но и не отказывать в снабжении российским регионам. Хотел бы обратить внимание и попросить. У нас есть и другие территории Российской Федерации, которые, к сожалению, не имеют сегодня лесных ресурсов, и они крайне нуждаются. Это, в частности, Краснодарский край. Я наших коллег, наших производителей прошу особо внимательно относиться к просьбам наших соседей, с тем, чтобы мы тоже могли удовлетворить их потребности, а это действительно стабильный сбыт, это действительно серьезная конкуренция, может быть даже по ценовому параметру, с точки зрения того, чтобы наши, конечно, территории тоже имели возможность пользоваться нашей продукцией.